Вітаю, шановне господарство. Сьогодні у нас 21 красовика 2025 год. Ви по-ранейшему на каналі АБ Алексея Блажевича. І ми з вами по-ранейшему в Польщі, в Лодзі. І літерально для нас несколько годин, для вас це було минуле відео. Ми з вами наглядали, озирали другую битву водную в Лодзі. Вот. І сьогодні ми вирішили наприкінці вечора прогулятися по парку Жозефа Пілсудського, обок парка Здоров'ю. Вот там парк Здоров'ю, на Здоров'ю. Ну, парк на Здоров'ю он такий цікавий сам по собі, но не это самое, скажем так, не особливості там нема. Ну а в этом парку нас сустракає ось такий ось как бы валун, да, камень ускладенный в 50 рочну, значит, 50 годі початка Другої війни світової, да, Другої світової війни. Вот. І коло польський збовід. Збовід не ведаю, пошукаю, подкину, будет написано, что такое збовід. Вот. Ну і чим відрізняється гэты парк від гэтага, від Здоров'ю. О, трамвайчик їде. Мясцовое метро. Вот. У гэтым парку есть две таких, скажем так, моцных достопримечательности. Як достопримечательности мы с тобой глядели в перекладе? Знаменитости? Ну, знаменитости, особливости. Трохи там далей, значит, стоїть такий монумент. Ось. Ми зараз будемо прямо йти. Ось. І там трохи обок в глибині парка буде так само дуб. Дуб неподлеглости. Неподлеглости это незалежность по-белорусски. Так, ось. Ну і як во всіх парках тут присутнічають. Там вот мы проходили, значит, дорожка для прогулочек, так, вот дитячая пляцовка, вот, обсталявана разными орельками. Вот. Есть тут так само, где-то, по-моему, докладно не память, но вроде как есть для тренировок такая уличная силовня, можно так сказать. Ось так. Ну и там у глубине парка есть такий стадион для гульні, у футбол, и для детей плац забав такий здоровий. Все для людей зроблено. Ходи, відпочивай, не сиди дома летом. Ось так. Ну это вот покуль мы идем з этого боку, вот можно, давайте розповіду про эту частку, другую частку парка. Там так само есть стежка для бегания. Вот. И есть что-то типа такого, как оранжерейная частка. Вот можно назирать вот где-то вот тут вот. Да, вот тут вот. Вот вы бачите слупи. Мы так і не зрозуміли, для чого вони побудовані, как бы нічого там не написано. Ну, чому парк на Здоров'ю, мені здається, не ведаю, для чого його так назвали. Але там зроблена така стежка для прогулок, для бігання, іменно для бігання на, от, коли ми поглядимо, да, от ми йдемо по звичайній бруковинці, брусчатки, да. Ось. А там от обок є така мягенькая частка, іменно для бега. Ось там стежка для бега. І ще є аквапарк. Аквапарк називається Фала. У перекладі, от його видать, он там у меня видать, вот тут у нас. У перекладі Фала это хваля. Вот. І наприкінці этого вот парка на Здоров'ю там стоїть стадіон.
Ну і так само є асаблівасць гэтага парка ў тым, што прям на яго тэрыторыі, можна так сказаць, размешчаны там далей арыентарыум зоопарк. Ботанічний сад далі. Не, ботаничный сад у нас особенно же идет. Там. Да, вот, это самое. Зоопарк. Там есть разные живёлки в этом зоопарку. И вот совсем недавно отчинили аквариум, так можно так сказать. Ось. Аквариум. И это аквариум, там плавают разные рыбки. Он великий. И покуль. Да, есть акулки, скаты. Ну, акулы там не такие здоровые акулы, какие можно разглядеть в разных фільмах документальних, як от там звичайна акула, наприклад, таких вроде як немає, такі маленькі, ну може подлетки які-небудь. Ну ось, вони там плавають. І є амфітеатр там где-то в глибине этого парка на здоровье. Ось. І в минулом году, да? В минулом году мы ходили на... Тут проводится в Лодзи такой фестиваль, называется «Полувка». Показывается на открытом поветре, на отчиненном поветре. Наверное, паза минулым мы ходили, еще для нас другого. Паза минулым? Ну, паза минулым. Вот, на отчиненном поветре показываются фильмы. Звичайно, это фильмы, які уже отбыли в кинотеатрі як мінімум где-то год тому, а то може бути і два. Ось, вони показуються безкоштовно. Вот. Вот, ще повідь, що ще попкорн роздають. Да, ще мало того, що все це безкоштовно, ще коли ти прийдеш трошечки раніше, загодя, можна взяти попкорна і, скажем так, в цікавих, да, ну как-то у найлепших, да, у найлепших американських традиціях, ну, посидіти, погризти попкорн, глядячи кіно. Ну от ми бачимо на здоров'ю, да, вот такий от цікавий, как бы это сад, можно так сказать. И там вот некий камень. Камень, что с чем будет, сходим до камня? О, давайте сходим на здоровье и поглядим, что там за камень. Я бачив, але я щось меркував, що это камень у ботанічному саді. А ён оказывается тут на здоровье. Я коли по фотоздымочкам глядел, вот. О, Мустанг едет. Да, Мустанг. Пошли. Ну ось, такая ось цікава засаджена полянка кленов. Ну, пошли одразу. Да, клены, ну. Ну, хутчэй за все, что это вот все будет относиться до ботанічного сада. Ну вот зараз, коли вам чуваць, уже не чуваць. Было чуваць, як там у далечине сёння футбольный матч ЛКС и ЛКС это Луцкий клуб спортовый. Вот, до речі, ще тоже полянка каких-то древ посажена, вот конкретно, вот бачите. Поэтому тут одни древки, тут он березки. Вот, это, наверное, худшее за все, что вот это вот как-то все относится к ботаничному саду. Вот. У них это, может быть, колисти тут был ботаничный сад, огород ботаничный у них называется, вся эта справа. Ось. И, значит, вот этот ботаничный сад. И вот этот ботаничный сад, наверное, колисти был тут. Может быть, он там вот был, зараз уваход платный. Ранее, может быть, уваход был просто уваход. Можно было зайти, погулять. Ну, как бы это так вам сказать,
по кошту в ботанічному саді сходити прогулятися, от, ну, зусім коштує вельми танно, там щось каля там 20 з лишнім злотих, 30. Вот. Пошукаю информацию, подкину, тут будет у вас написано. Вот. Ну и вот. Ну вот, камень Стефанові Роговичеві, архитектуре зеленый место Лодзи, Творжий Лодский парков и Зеленцов, Сполеченство Лодзи, Грузия. Ну вот, был, значит, Стефан Роговичев, да, наверное. Вот, архітектор, який займався лодськими парками. І от у його гонор усталювали ось такий камінь. Аж усталювали у 96-му році. От. От так от у Польщі шанують просто от людей, які займаються парками. От. От так от. Мне вот цікаво, коли взяти, от я пропонувати з нашим світлогорським уладом вот этот вот этот скверик насупроть березок обозвать у гонор какого-нибудь светлогорского діяча. Ну, наприклад, вот этого, який галерею заснував, традицію. Як його ім'я? Ну, вот. Масленников. Нет, не Масленников, а он как-то... Ну, короче, кажется, вот появится у вас как его имя. Вот. Это галерея Масленникова, наверное, а Этого не знаю. засновал другий человек. Вот. А ці будут они отмежевываться от дачи наимен имени этому человеку, потому что, ну, да, назвать сквер у гонор этого человека, потому что колись некалькі год тому я ходил ось до улад наших світлогорських, ну, некалькі год, это, как бы, разумели, на год 10 тому, ось, и приходил на вот, да, уже, наверное, год 10 тому, вот, приходил с такой пропановой, как не брать это националистичные какие-то назвы давать, там, типа Тадеуша Костюшки, там, либо Костуся Калиновского, либо Франциска Скорыны, там, то есть глубоко так вот копаться там, да. Я думаю, ну, добре ж было бы просветлять таких вот діячів белорусских, які денечали у час советов, да, у советский час. Вот, и что мне было сказано, а як вони будуть відноситися до Світлогорська. Як до Світлогорська відносяться наші космонавти білоруські, космонавти білоруського походження, да, як вони відносяться до Світлогорського. Причому тут Світлогорськ, от, коли, як би так сказати, ми розмовляємо об наданні годності білоруса. Так, ну вот, є ще один такий помник, да, який восхваляє подвиг белорусских, ой, не белорусского, а польского народа, польских змагаров, да, польских, как это, вояров, які змагалися за неподлеглость Польши, за незалежность Польши в 905, 906, 907 году, в 1907 году. Это в час Першей Сусветной войны, да? Отримлюється так? Нет. Перша Сусветна почалась в 14-м. В 14-м? Ага. Колесное повстание было. Еще одно повстание было? Ну, тоже то повстание, которое Пилсудский его возглавлял. Да. Ну вот.
Было повстание 905-907 года, наколькі я так раз, да, 905-907 год. Ну вот тут аж ну, написано 1905-1975 год. То бок, Это до годовины. в 75-м году типа усталявали, да? Ну, вот, в 75-м году было усталявано, это под советской уладой. Уявляете себе? Под советской уладой усталявали помник неподлеглости, как бы Польша была вольна от России. Хіба то от России. Ну да, это же было, они же были, Польша была под Российской империей. Ну, так они не за это змагались. А за что? Ой, тяжкий раз. Я не пам'ятаю докладно. Ну, Так, то они, воля, не у гетто учили нас, як жить, як биться, як гордить життям, кохать життя, а żeby сын и внук пам'ятав. Владислав Броневський сказав такі слова. Ну, сенс, які они, наверное, надо будет поглядеть как-то, не у гетто перекласти. Учили нас жить, биться, змагаться, гордиться життям, кохать життя. И сын и внук пам'ятовали. О, Полесья Константиновского, бачишь? ну тогда еще в не уходила. Она еще не уходила в лодь. Угу. А это, наверное, это самое. Все, кто спис, хто змагався, да? От. В тим місці на терені Полесья Константиновского поховано. Ага, вот. Значит, это, наверное, список, кто был похованы, да? Вот. Похованы, участники. Ну вот, вальк революційних, а визволенню народовой сполечны, расстрелянных и повешенных в летах 905-909 года, офяр террору царской России, честь их память, перший обелиск в тым месяцу повстал в как там оно в тым месяцу повстал з инициативы заржаду места лодzi и фундованы же складок спалеченства, да? Планети 1 мая 23 року споружений прес окупантами гітлерівського в 39 року. Світна річниця влади міста. Ну, то есть он был выбудован в 23-м году, потом разбуранный немецкими оккупантами в 39-м и восстановлен в 75-м году. Светна рочница влади Светна рочница это Светна рочница влади места. Вот. Ну, давайте поглядим, кто их, вот, имена их. А раптом хтось зі своїх предків бачить. Да, может быть кто-нибудь. Козловський Владислав. Явно можуть його бути нащадки и тут, и там. Это самое, ну что, пошли до дуба неподлеглости. Так. Ну и так, маленький спойлер вам, как бы это самое. Мало кто з беларусаў, да, мало кто з полякаў ведае, што Ёзеф Пілсудскі, вот, той чалавек, які быў кіраўніком Польшчы, той чалавек, які кіраваў паўстаннямі, змаганнем з расійскай імперіяй. Ось. Он был походжанец
з ліцвінскага роду, і месца, дзе ён нарадзіўся, знаходзіцца вельмі блізка да сучаснай беларускай мяжы. Ось. А калі браць часы, калі мы будзем браць часы, а дзе там он дуб неподлегласці, по-моему, нам туди ісці трэба как-то так. Там он, наверное, того. Ну, да, да. Вот. И так, еще раз давайте. Место, и калі браць часы Беларускай Народнай Рэспублікі, да, то ну, зноў таки тут можна доўга-доўга спрачацца з гэтымі доказамі, зацвярджэннямі, но тое месца, яно ўваходзіла ў тэрыторыю Беларускай Народнай Рэспублікі. Но аднак давайте аговоримся адразу, што Беларуская Народная Рэспубліка мала была кім прызнана, і як такавая яна не праіснавала вельмі доўга, і нават тэрытарыяльная ее вот эта частка, она не была нигде не зафиксована ни на яких мапах. Никому не было, скажем так, как-то справы, да, не было справы до Белорусской Народной Республики. У сусветного, скажем так, громадства были свои справы, были моманты, што рабіць напрыканцы другой войны, першай сусветнай войны, тогда еще она так не называлася. Ось. Ну а Советский Союз, тогда еще не Советский Союз, но как-то по-іншаму назывался, да? Ось. Он займаўся павелічэннем сваёй тэрыторыі. І вот потым была другая, яшчэ наступная война польска-савецкая пасля першай сусветнай войны. І вот поляки выиграли ў той войне, і ўжо гісторыя, ведаеце, як склалася. Беларусь была поделена, сучасная Беларусь, трэба казаць, да? Потому что для мяне Беларусь это территория Великого княства Литовского. Беларусь была, сучасная Беларусь была поделена на две части. Ну, и то, вот, калі казаць, наверное, сучасная Беларусь, трэба было бы еще додавать Вильнюс до той Беларусі, якой мы с вами вот, у сучасным разумении кажем, потому что все мы ведаем, як Литва, да, сучасная Литва, не та Литва, которую мы ведаем як Великое княство Литовское. Вот, тут вельмі шмат пытанняў да тых гісторыкаў, якія кажуць і гутараць пра Літву, про гістарычную Літву, как і Літву сучасную называют, гістарычнае Великое княство Литовское Літвою, не обмаўляючыся. Так, ну вот мы с вами дошли до прудзіка тут мясцовага, і я яшчэ учора заўважыў, ну як бачыце, ну лодка она там где-то пачыналася, где мы были, да, вот. А тут она вот, она тут и не плывет. Нет, она тут не плывет. Она тут не тече. Она тут не тече, нават. Вот погляди. То просто пруд. Она не тече тут вот. Она там где-то вот тече, а тут не тече. Она там вот впадает, где мы на шашлыки вчера были. Она впадает, она вытекает и все. И она вот где-то вот забруджена, воды не хапая. И она вот лодочка, вот эта частка лодки, она не тече. Вот оттуда повинна была течь. В прошлом году текла. Ну, может, в этом году як пойдут дожди, так будет течь. Да, может почистят, может это само. Вот. Вот этот вот прудик, да, вот, зараз поглядим на него. Он прям вот сухой, там вот где
там где бруд, вот, вы бачите, да, там вот трошечки далей. Там по йому дети на вот вчора я бачу бегали. Вот это тоже лодка, часть, да, частка реки лодки. От, ми одним з відео були у парку, де яна пливе. От. Ну і от тут от сухо все. Кусти посадили специально для бомжей, чтобы им было где ночевать летом. Ну, мы же с тобой были в том, этом, в парке Пилсудского, Ты да? сам видишь, тут была Ой, не вода. Пилсудского. Да, ну, была. Я же, конечно, скажу, что коли это самое, коли дожди пойдут, то, может быть, и тут появится. Вот, и тихенько, плавненько мы с вами подходим до дуба неподлеглости. Так само есть вельми цікавий момент этой всей подеи. Потому что там конкретно можно поглядеть як поляки відзначають момент своєї історії. От, за весь період, покуль я знаходжуся в Польщі, да, покуль докрадаюся до якихось історичних моментів в Польщі, тут нема такого момента, что где-то щось кажуть, что тут вот конкретно отзначено, что это зло, это добро, кто-то там такие, а кто-то там такие. Для поляков, что немцы, гитлеровцы, оккупанты, вот, что российцы так само оккупанты. Вот. Ну вот, такий ось момент. Завжди є, шанують свою історію такими от різними інсталяціями. І стрельница на старой мане в сгоже неподлеглости и дуб, ну, так, грань в сгоже, да, возвышение неподлеглости и дуб неподлеглости. Ну и вот показан малюнок. Показан малюнок, як розстрілювали в 906-907 годах людей. Это вот люди, які раскопали гэтыя раскопки в 1938 году, да, 1909 иллюстрации, вот, иллюстрация 27 года. Вот, тут была альтанка, да, альтанки зараз нема, вот. Альтанка была, так, побудована была в 1775 году, да, и проіснувала по 1945 год. Ну и вот разные историчные документы. Вот. Правда, вельми тяжко почитать, да, каким-нибудь QR-кодик был бы, как можно было ознакомиться с текстом. Ну, я так думаю, что в этом описании, давайте так, в этом описании будет представлен сенс текста. Давайте так вот, оп, вот такой текст, так, будет перекладено для вас. Поставите на паузу, ось гэты текст так само будет перекладены. Гэта так само будет перекладено. Так, так. Ну, будем по части. Так, оп. Оп. Ну, от згадується, тут я вже бачу маршал Джозеф Пілсудський, наш белорусский, скажем так, діяч со старожитного литвинского роду.
коли уже так вот правильно, хоть ти Рида займайся стваранням і перакладам, ну от сам дуб неподлеглости, ну ось он такі здорово могутны, захоўваецца, ахоўваецца охраны, помнік природы, ахоўваецца он, і тут вот отзначено 1831-1863, 905, 918, да. Ну и в горже неподлеглости усыпаны на месте давней российской стрельницы войсковой, видатель Бондецей, да, это Бондецей, это как-то правильно сказать, которая была в годах 906-908 месяце страцень бойовников вольности. Ну, то есть тут были расстреляны люди, які змагались. Ну, знову таки перакладик буде трошки вышэй. Вот. Ну и над гэтым наш с вами спацыр, скажем так, по парку закончены. Ось. Нам всім бути вольними і змагатися за нашу і вашу, за вольність. Ніколи не змагатися, скажем так, а бути завжди вольними. Ніколи не змагатися за вольність, а мати її, тому що вона є, скажем так. Ну вот бачно, что, бачите, как бы я, скажем так, как бы я скептично не заважал, что забруджено, але вот кучки смецця кто-то вытягивал и кто-то робил очищение. Ну и вот бачите, там вот есть рыбак. Молодый рыбак, наверное, да, ловить рыбку. Ну и вот тут вот этот прудик, он бачно, что высохший. Ну, а на этом все. Всем пакуль. До наступного відео. Пакуль.